И снова здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы приносим извинения за технические неполадки. И сегодня в выпуске. Ордена и медали героям в Минобороны вручили боевые награды участникам Отечественной войны народа Абхазии. Работа после проверки. В частной школе «Свет» ремонтируют помещения и совершенствуют учебный процесс. Приобщение к миру прекрасного Сухумскому государственному училищу культуры исполнилось 60 лет. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцис выступил с обращением ко всем политическим силам, общественным организациям и гражданам страны преодолеть нетерпимость друг к другу и принять активное участие в разработке конкретных путей решения стоящих перед государством социально-экономических задач. Дорогие сограждане, скоро мы будем праздновать 23-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это была действительно большая победа сплоченного народа, сумевшего одолеть врага, превосходящего и по численности, и по вооружению. Главным критерием этой победы стало единство народа. Казалось, что это единство продлится долгие годы. Единство, скрепленное жизнями наших братьев и сестер, отдавших самое ценное для лучшей жизни будущих поколений. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Поствоенная реальность, сложности в становлении и развитии привели к острой политической фазе раскола и разногласий. Это дорога в никуда, это тупик, из которого нет выхода. Но я уверен, что есть другой путь. Сегодня я обращаюсь ко всем гражданам Абхазии, а также к политическим партиям, общественным движениям и организациям в новом качестве, в качестве премьер-министра республики. В первую очередь, конечно, выражаю благодарность президенту Раулю Джумковичу Хаджимба за оказанное доверие. При этом хочу вас заверить, что эта высокая должность мной не рассматривается как некое продвижение по карьерной лестнице или удовлетворение моих личных амбиций. Тем более, когда данное решение принято в непростой период времени для нашего государства. При моем назначении на этот пост президент однозначно указал, что одним из основных приоритетов для нас является объединение нашего общества, на пути к которому я готов быть проводником между разными политическими силами и приложить все свои знания и возможности для достижения этой цели. Я открыт для диалога. Ни для кого не секрет, что сегодня перед нашей страной стоит масса сложных задач экономического характера, финансового, социального, демографического. Но особенной проблемой для всего нашего народа и, на мой взгляд, наиболее важной, без решения которой невозможно никакое полноценное и эффективное развитие государственности, является непримиримая разобщенность нашего общества на основе якобы глубоких политических противоречий. Употребляя термин «якобы», не отрицаю, что этих проблем не существует, но убежден, что эти противоречия созданы всеми нами искусственно и, возможно, на это были объективные причины. Однако сегодня с полной уверенностью можно сказать, что нам просто необходимо перевернуть эту страницу современной политической истории Абхазии, закрыть тему разделения на своих и чужих и только объединившись вместе, вне зависимости от политических предпочтений, строить и развивать Абсны. При этом уверен, что каждый гражданин Абхазии, вне зависимости от национальности и места проживания, является патриотом и, несомненно, желает и готов приложить максимум своих усилий для процветания нашей Родины. С момента назначения, формируя состав Кабинета министров, мною проведены консультации практически со всеми политическими силами по поводу их непосредственного участия в работе нового правительства. Несмотря на то, что по многим важным государственным вопросам было найдено взаимопонимание, к сожалению, от практической деятельности в составе Кабинета министров оппозиционные силы отказались, что с моей точки зрения не является конструктивным решением и не способствует разрешению имеющихся политических противоречий. С большой долей вероятности новый состав правительства, сформированный при отмеченных выше условиях, будет подвергнут жесткой критике, вне зависимости от его успешности, в первую очередь именно по причине отсутствия коалиционного состава. Несмотря на отказ части оппозиции в работе правительства, мы готовы к любому конструктивному предложению, способствующему разрешению важных вопросов развития нашей страны, вплоть до их привлечения к дальнейшей реализации предложений. Уже сегодня можно наблюдать, как в социальных сетях разворачивается полномасштабная кампания по дискредитации нового состава правительства отдельными лидерами оппозиционных сил и разного рода общественными деятелями,
появляющимися из ниоткуда и размножающиеся в последнее время с геометрической прогрессией. Однозначно такие действия направлены именно на формирование негативного общественного мнения и дестабилизацию политической обстановки. Цель одна – не позволить ни при каких обстоятельствах увидеть нашим гражданам малейшую положительную тенденцию в любом направлении, очернить работу правительства всеми доступными способами. Несмотря на то, что правительство только сформировано, мы отчетливо наблюдаем, как уже пытаются поставить крест на его работе. Заочно даны оценки, сделаны выводы и предрешен результат. Можете мне поверить, уважаемые граждане, вне зависимости от прилагаемых усилий наших недоброжелателей, мы продолжим работу с еще большим энтузиазмом. Власть, и в том числе конкретно меня, неприкрыто обвиняют в некой кулуарности принятия решений при формировании Кабинета министров. Дорогие сопереживающие псевдоаналитики, вероятно, в вашем понимании надо было представить на суд широкой общественности по несколько кандидатур на каждый министерский портфель, комитет, управление и устроить широкомасштабные дебаты между претендентами на эти посты с освещением этого процесса на телевидении. Сколько претендентов должно быть на тот или иной пост? Какие критерии должны быть у номинантов и кто будет давать оценки их биографиям и профессиональным качествам? Как вы себе это представляете? Да и на сколько лет растянулась бы такая вакханалия? Позволю себе высказать свое однозначное мнение по этому поводу. Это абсурд, и никакое другое умозаключение сделать просто невозможно. Более того, хочу сразу всех заверить, в том числе и новых руководителей, каждому вновь назначенному министру даны определенные поручения и даны конкретные сроки по их реализации. Понятно, что реализовать в полном объеме широкомасштабные преобразования во всех отраслях, пребывающих долгие годы в стагнации, в кратчайшие сроки невозможно. Но если не будет положительной динамики в работе того или иного министерства или ведомства, то, несмотря ни на какие обвинения в чехарде с назначениями, на риск в очередной раз быть необоснованно обвиненным в разбазаривании кадров и их нерациональном использовании, мы будем назначать новых руководителей на те участки, где не увидим положительного результата. В ближайшее время новым составом Кабинета министров будет разработан и представлен план развития основных направлений деятельности правительства, основанный на утвержденной стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Вероятно, что данный план правительства не будет безупречным и не станет панацеей от всех без исключения проблем, накопившихся в изрядном количестве за долгие годы. Но давайте не будем искать виновных, пытаться давать оценки тем или иным событиям, которые уже наложили свой отпечаток на страницы нашей и без того трагичной истории. Пользуясь случаем, обращаюсь не только как премьер-министр, но и как рядовой гражданин Абхазии ко всем политическим силам, общественным организациям, гражданам, кому не безразлична судьба нашей страны, судьба будущих поколений. Давайте общими усилиями прекратим проявление нетерпимости друг к другу и примем активное участие в разработке конкретных путей решения стоящих перед нами социально-экономических задач. Начнем, наконец, сплотившись в одну большую семью, трудиться каждый на своем месте в меру своих знаний, опыта и возможностей для их воплощения в жизнь. Со своей стороны готов заверить, что все мои силы и полномочия как главы правительства будут сосредоточены и направлены на решение первоочередных экономических, финансовых, социальных и других важнейших задач, стоящих перед нами и нашей республикой. Не сомневаюсь, что грамотно используя весь богатый потенциал, в том числе интеллектуальный, имеющийся у нас в распоряжении, мы сможем подняться на новый, более качественный уровень. Только путь совместного созидания приведет нас к достижению заданной цели, какой бы недостижимой она ни казалась в начале пути. Мы можем, должны и обязаны стать успешным, процветающим государством. Сегодня в Министерстве обороны Республики Абхазия прошла церемония вручения боевых наград участникам Отечественной войны народа Абхазии. Бойцам Восточного фронта указом президента наград были удостоены 7 участников боевых действий. Один из них посмертно. Медалью за отвагу награждены Беслан Джопуа, Омар Бегвава, Нукзар Сангуля и Эдуард Бирая. Посмертно медалью за отвагу награжден Камук Джопуа. Награда была вручена его матери. Орденом Леона награждены Михаил Гургуля и Фатима Бирая. Награды вручали министр обороны генерал армии Мираб Кишмария и заместитель министра Беслан Цвижба. В начале церемонии награждения все присутствовавшие минутой молчания почтили память погибших за свободу и независимость Абхазии. Благодаря вашему мужеству мы победили в войне. Это останется в памяти поколений. Мы чтим ваш подвиг. Помним каждого, кто отдал свою жизнь за будущее нашей республики. Так будет всегда, сказал министр обороны, поздравляя ветеранов. Очень приятно то, что в преддверии Дня Победы приходится мне награждать вас. Указом президента, то, что сделано, подписано.
То, что вам не сделано, не мне ценить, это народ знает. Я прекрасно помню многих здесь, как начиналось все, как пришли, в том числе и Бираю, прекрасно знаю, Стамбуле, прекрасно помню и других людей, которые заслуживают награды. Но время, то, что прошло, это еще раз говорю, Великая Отечественная война закончилась, до сих пор идет награждение, заслуги каждого человека будет оценено. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Аиды Ашхарова орденом Махцапша третьей степени, пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии. Кандидат философских наук Аида Ашхарова награждена за вклад в развитие музыкального искусства и культуры Республики Абхазия. 12 сентября, понедельник, объявлен праздничным нерабочим днем Курбан-Нухр. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Беслан Барцец. Вице-президент Виталий Габня принял режиссера Индара Джандубаева, сообщает официальный сайт президента Республики Абхазия. «Мы искренне гордимся, когда наши соотечественники достигают таких вершин», сказал Габня, приветствуя Джандубаева. Со своей стороны режиссер поблагодарил вице-президента за теплый прием и отметил, что очень рад побывать в Абхазии. Участники встречи обсудили перспективы развития кинематографа в Абхазии, возможность снять в республике полнометражную картину для международного проката. Кроме того, обсуждался вопрос привлечения известных зарубежных кинематографистов для съемок фильма международного уровня, рассказывающего об истории, культуре и быте абхазского народа. Присутствовавший на встрече сценарист Эрик Мика отметил: «Мы хотим создать фильм, который расскажет о том, кто мы есть и как мы живем». По мнению Мика, так можно познакомить мир с историей и культурой Абхазии. На летней площадке «Волна» прошел показ короткометражных фильмов 4 абхазских режиссеров. Как сообщила организатор показа Наста Агрба, здесь были представлены работы Инара Нормания, Атаны Агрба, Даута Логу и Амины Кварча, а также несколько работ их однокурсников. Так как все наши ребята учатся в Санкт-Петербургском и Московском университетах, были представлены работы их российских однокурсников, отметила Агрба. Это уже не первый показ фильмов молодых абхазских режиссеров в кинотеатре «Волна». В прошлом году здесь демонстрировали фильмы режиссеров Тимура Таня и Тимура Капискири. По завершении киносеанса состоялось обсуждение работ с участием режиссера Индара Джандубаева, которого зрители знают по таким картинам, как «Он, дракон» и «Елки-5». В частной школе «Свет» весной этого года была проведена внеплановая проверка по факту нарушения правил пожарной безопасности и норм санитарно-эпидемиологических условий в частной школе. Ревизию проводила прокуратура столицы совместно с санитарными и пожарными службами города с привлечением специалистов управления образования администрации Сухума. Причиной проверки послужил инцидент, произошедший с одной из учениц школы, в результате которого ребенок получил ожоги. Наши корреспонденты решили узнать, что изменилось после смены руководства в общеобразовательной школе «Свет». Материал Грената Шакая. Учебный год вступил в свои права, но в некоторых школах пока ведется активная подготовка к новому учебному году. Следует отметить, что многие руководители школ очень ответственно подходят к соблюдению всех норм безопасности. Пока в одних школах заканчивают штукатурить стены, в других пытаются решить накопившиеся проблемы. Школа была, правда, в плачевном состоянии, сейчас тоже. Я не могу сказать, что у нас все так замечательно, но решаем вопросы пока что самые такие необходимые, первоочередные. Как отметила новый руководитель школы, важно минимизировать дискомфорт для учащихся и преподавателей на время ремонта. Необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы это не сказалось на качестве образования. В общеобразовательной школе «Свет» более 200 учащихся. 1 первый класс, 2 вторых, 3 и 4 классы. 5 классов дошкольной подготовки. В планах открыть еще 1 класс, как дошкольной подготовки, так и специализированный класс по изучению абхазского языка. Дети находятся в школе с 9 утра и до 4 часов дня. В будущем планируем делать подготовительный класс для абхазской школы. Мы вводим сейчас разные факультативы и кружки. Кстати, на них могут записываться дети из других школ. Потом языки: английский, абхазский, логопед, психолог-дефектолог. Также у нас есть интересные кружки: краеведческий кружок, театральная студия, рисование, лепка будет. В планах много чего, будем потихонечку воплощать. Напомним, что весной этого года в общеобразовательной школе «Свет» из-за несоблюдения пожарной безопасности одна из учениц получила серьезные ожоги. Сейчас в школе полностью приведена в порядок проводка. Выполнен косметический ремонт. Расчищены кабинеты, которые многие годы просто были заброшены и завалены разломанной школьной мебелью. Мы сделали небольшой ремонт, начали с холла, поменяли всю проводку в первом корпусе, на первом этаже, где как раз нулевые классы сейчас располагаются.
дальше в планах идти дальше. Руководитель школы заверила, что все планы по благоустройству учебного заведения будут реализованы в ближайшее время. Рената Шакая, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. В этом году Сухумскому государственному училищу культуры исполнилось 60 лет. Учебное заведение с богатой историей и по сей день славится своими традициями, педагогами и выпускниками. Сария Смыр расскажет о сегодняшнем дне училища. Ачарпына саркяла-бык – название абхазских народных инструментов. Многие хоть и слышали про них, но наверняка не знают, как они выглядят. Эти музыкальные инструменты использовали наши предки в повседневной жизни. Теперь они стали частью истории. Сухумское государственное училище культуры – единственное в своем роде, где обучают игре на старинных инструментах. Таким образом, студентов не только приобщают к музыке, но и помогают сохранить уходящую историю. Естественно, все наши национальные, абхазские национальные народные инструменты, они, те, которые уже были на грани исчезновения, они восстановлены. И сегодня они у нас, они сейчас все у нас есть в наличии, они у нас есть, на них мы занимаемся. Дети наши играют на этих инструментах с удовольствием. Как детская школа оркестра народных инструментов, так и взрослое отделение оркестра, студенческий оркестр, который у нас существует в полном комплекте. В училище, которому исполнилось 60 лет, помимо отделения народных инструментов, есть и отдел хореографии. Здесь могут обучаться танцам и взрослые, и дети с 6 лет. Меня привлекала хореография, и я занимаюсь, и вот как поступил в это училище. Это училище выбрал, потому что здесь как бы база очень большая в плане всей хореографии, они отдельно разные кусочки. Здесь есть классика, народная, бальный, Кавказ. То, чего нет в других ансамблях и так далее. Срок обучения в училище культуры 3 года. По завершении учебы многие студенты поступают в лучшие вузы России. Среди выпускников этого учебного заведения руководители самых известных ансамблей Абхазии, таких как Шаратын, Кавказ и Гунда. Преподаватели училища – опытные деятели культуры, имеющие многолетний педагогический стаж работы. В училище работаю уже практически сразу после военных лет. Преподаю классический танец, теоретические предметы по хореографии. И профессией своей довольна, и учениками своими довольна. Ребятки приходят, может быть, даже сначала не зная, куда, для чего, но в процессе обучения они стараются вникнуть в профессию, в свое дело, и у многих довольно-таки успешно это получается. Помимо специальных дисциплин, в училище обучают и гуманитарным предметам. Кстати, обучение здесь ведется на бесплатной основе. При этом училище не переставало работать даже в самое сложное послевоенное время. На сегодняшний день в Сухумском государственном училище культуры учатся 400 студентов. И с каждым годом желающих сюда поступать становится все больше. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 27-29 градусов, температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.